Так, собрал. Все, я в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 10 марта 2023 года, 21:00, 21:00 по Берлину, 23:00 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Стрим у нас, как обычно, идет в ТикТок и в YouTube. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. И, как обычно, я вас всех, друзья, приветствую. И пока мы собираемся, я вам расскажу о событиях на войне. Валейкум ассалам, Веня Машволь, Далуизиль. Так. За прошедшие сутки, то есть на сегодняшнее число 10 марта 2023 года, с начала широкомасштабного вторжения фашистов в Украину, за прошедшие сутки уничтожено 870 оккупантов. Итого их цифра достигла 156 990 штук. 7 танков, 6 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 антиаэркрафт, 1 самолет, 9 БПЛА оперативно-тактического уровня, 34 крылатые ракеты сбито так же, как и БПЛА, 6 автомобильной техники и 3 специальной техники. С чем я вас всех, друзья, поздравляю. Так, валейкум ассалам, Мавадин, Хамзат, гражданин Ичкерии, Свобода и Смерть, Георгий, Мансур Мак, Ночи, Питер, Адам и Леди. Валейкум ассалам. Друзья, приветствую вас всех, рад вам всем. Сегодняшний свой стрим я обозначил так: Чеченская Республика Ичкерия, свобода и безопасность для всех. И с этим контекстом давайте начнем наш стрим. Друзья, события в мире разворачиваются очень стремительно, ситуация меняется просто на наших глазах. И по этому поводу давайте поговорим. Задача, которая стоит перед сейчас многими народами, это выйти с минимальными потерями из сложившегося кризиса и создать надежную, уверенную архитектуру безопасности для своих стран. Национальные интересы всех государств, они есть, имеются, каждый народы, каждое государство преследует, кроме 15-рублевых, которые мне пишут здесь комментарии, которые служат русским оккупантам. Остальные все нормальные люди думают о своем государстве, о своей свободе, о том, как они будут жить через 10 лет, через 50 лет или через 100 лет. Как мы знаем, появились разные люди, которые нас тянут в ситуацию, тянут в колею по специально отработанной уже ими, написанному для них или ими же сценарию по закабалению чеченского народа и государства. И в целом Кавказа. Мы слышим о каких-то там горских республиках, о конфедерациях народов Кавказа и так далее, и так далее.
но мы никогда не слышим от них деклараций, создания каких-то партий. Мы не слышим от них целей, задач, которые они ставят. Просто создается такая очередная фикция, симулятор, очередной симулятор, который на самом деле не соответствует никаким образом нашим народным интересам. Вот мы пережили геноцид, над нами совершены страшные преступления, и людям не хватает всего этого и продолжают пытаться нас использовать. Поэтому нам нужно по этому поводу поговорить. Смотрите, я написал декларацию. Декларацию я взял основные принципы и мысли декларации, которую я написал. Я ее буквально полчаса писал. Взяты у меня из Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. То есть более 250 лет назад, или около 250 лет назад, сколько получается? 26 и 24, 27. 247 лет получается, 250, можно сказать, лет. Принципы, которые использовали те люди, почти, представьте, 250 лет, это как минимум 10 поколений, где-то в среднем 10 поколений тому назад. Эти принципы сегодня актуальны. Это говорит о том, что это универсальные принципы, это главные принципы. И они не изменились, несмотря на то, что Америка стала супердержавой. Хотя тогда она была колонией Британии. И Британия ущемляла ее права, как они считали, нарушала их право на свободу, на заключение войны и мира с соседними государствами, ну и многое-многое, обкладывала их налогами, данью и так далее, и так далее. И вот та декларация, которая была мной написана, она просто взяты эти тезисы, быстренько оформлены, считайте, это плагиат, это как проект, но это такая рабочая фабула, рабочая такая форма, по которой можно будет составлять будущие наши проекты и документы. Валейкум ассалам зумсо. Шавига кельчуве нагмаш вовель. Вновь всех зашедших, пришедших я приветствую, друзья. Поэтому я прочитаю эту декларацию, друзья. Я хочу, чтобы мы начали обсуждать эти вопросы. Мне важно, чтобы эти темы хотя бы мы в голове представляли, что такое возможно. О нас, кавказцах, Абдурахман Авторханов говорил, что мы кавказская нация. И это близко к истине, потому что мы народы, которые имеем общую культуру, многие похожими религиозными принципами. Также никогда у нас не было войн между собой. Мы никогда не воевали на Кавказе между собой. Да, есть народы, которые пришли вместе с завоевателями, остались там, и фактически вот, это народы, которые принесли нам войну. Но прошло очень много времени, и эти народы, эти остатки, осколки тех народов, иранские, персидские народы, османские, тюркоязычные, мы с ними никогда не воевали. После того, как эти империи перестали с нами воевать, мы не ущемляли этих людей. У них есть свои земли, у них есть свои святыни, которые мы никогда не трогали, никогда не разрушали и никогда не вели захватнических войн. Последние 300 или 400 лет с кем мы ведем войны, кто является. То есть больше
дольше мы ведем войну, чем существуют Соединенные Штаты Америки. И когда Соединенные Штаты Америки боролись за свою свободу и независимость, тогда мы имели свое государство и тоже боролись за свою свободу и независимость. Давайте я вот просто тезисно немножко расскажу, что я написал, а так вы можете что угодно добавлять, менять, предлагать, чтобы менять. И давайте об этом и обо всем другом поговорим. Это осетины Ирона пришедшие. Ну, не только, уважаемый грузин, не только, я просто ник прочитать не могу, не только у нас есть на Кавказе осетины, которые пришедшие, есть еще. Смотрите, Декларация независимости, я ее так назвал, Соединенных стран Кавказа, United States of the Caucasus, или of Caucasus, это проект. Когда ход событий приводит к тому, что народ вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по международному праву, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Исходим из того, что все люди равны и обладают неотъемлемыми правами, включая право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Нашей целью является защита этих прав и свобод, и правительства должны быть учреждены на основе согласия управляемых. То есть на демократическом принципе мы должны в наших Соединенных Штатах Кавказа избирать себе правительство. Однако считаем, что наши права и свободы были подавлены и нарушены Россией в течение нескольких веков, в том числе в результате агрессивных войн, военных преступлений, геноцидов, ксенофобии, этнической и культурной дискриминации. Мы считаем, что такие действия являются преступлением против человечности и должны быть наказаны. Требуем, чтобы ответственные за эти преступления лица были привлечены к суду и подвергнуты справедливому и независимому судебному разбирательству. Также требуем, чтобы народы Кавказа имели возможность участвовать в процессе и добиваться справедливости. Мы заявляем о нашем намерении создать Соединенные страны Кавказа, где каждый народ и культура имеют голос в принятии решений, и где гарантируются права и свободы всех граждан. Мы призываем к международному признанию нашей независимости и готовы работать с другими странами и организациями в интересах мира и справедливости. Осуждаем все формы насилия и дискриминации, включая военные преступления, геноцид, ксенофобию, этническую и культурную дискриминацию, и требуем, чтобы все преступники были привлечены к суду и наказаны. Убеждены, что только через уважение прав и свобод каждого человека мы можем достичь мир и свободы и справедливости. Призываем мировое сообщество поддерживать наши усилия и работать с нами в интересах мира и процветания всех народов и культур. Мы обещаем создать стабильную и процветающую экономику, обеспечить доступ к образованию и здравоохранению, а также гарантировать свободу вероисповедания и выражения своих убеждений. Призываем всех наших граждан и другие народы мира присоединиться к нам в нашем стремлении к миру, свободе и справедливости для всех. Только вместе мы сможем создать лучшее будущее для всех нас. Данная декларация основана на принципах справедливости, демократии, свободы и равенства. Верим, что только через сотрудничество и соблюдение этих принципов мы сможем создать общество, где каждый человек имеет равные возможности и где все народы и культуры равноправны и уважаемы. Аслан Арцуев, председатель HRCI, 10 марта 2023 года. Друзья, если кто-то нам что-то предлагает, а мы должны понимать ситуацию, если нам предлагают, например, там, горские народы какие-то объединить, горскую республику, как нам российский проект нам навязывается, они должны представить нам как минимум
как минимум такую декларацию. А по факту они должны представить очень много, если это люди очень образованные, очень умные и много лет об этом говорят. За много лет можно собрать столько много документации, столько много написать документов, что мы просто, когда нам будут предлагать какую-нибудь очередную фикцию или очередной какой-нибудь проект, мы будем смотреть на него и сразу понимать, что в соответствии с этими документами это является туфтой. Точно так же, как все остальное, которое нам пытаются навязать. И если мы сами не будем думать, то думать будут за нас. Если ты не принимаешь решения, если ты не думаешь сам, ты не свободен для этого, то ты не свободен вообще. Если ты не принимаешь решения, ты не свободен. Так что вот как-то так мы должны относиться ко всему. У меня есть еще один документ, который я готовлю. Сейчас мне его переводят на английский язык. И потом я выложу английскую и американскую версию. Английскую и русскую версию. И мы после этого тоже я хотел бы обсудить, как я предлагаю вам всем почитать. Это у меня есть в YouTube канале, эта декларация на моем канале Аслан Арцуев. Зайдите в раздел «Сообщество», там есть фотография Зюяда Гамсахурда и Джахара Дудаева, которых путь, я считаю, тот, который нас выведет из тупика. Это два величайших, неоцененных до сих пор до конца, в силу того, что они находились все это время в опале у наших заклятых врагов. Но настанет время, когда должное этим людям, этим историческим политическим деятелям Кавказа будет отдано в полной мере. И их идеи должны быть реализованы народами. И мы являемся их народами. Поэтому давайте реализовывать и давайте быть очень аккуратными в том, чтобы нас снова не пробовали использовать. Давайте я почитаю еще немножко ваши комментарии и потом вернусь еще один. Так. Салам всем свободным салам. Салам, Эд, витаю тебя. Что скажешь, Аслан, про то видео, которое закинул, скажем так, сегодня вечером? Ну вот недавно-то на твоем канале, как это хороший русский теперь бросил в Москве, и все истинно показали свое лицо. Эдам, я не понял, о каком видео, которое ты закинул, скажем так, сегодня вечером, ну вот недавно, да, на своем канале, как этот хороший русский теперь бросил в Москве, и всю истину показал свое лицо. На его видео ютишь, а Ицек, ты имеешь в виду этого боевика Маратка Младича Марка Фейгина? Вот это видео я забросил. Вчера я забросил видео, даже не вчера, 7-го, ну и слава Украине. Вот видео я забросил. Больше я не забросил. Хуботиш, Адам Китви, халтается. Sürdük Hilmasir hayır sürdük Freya Marşoğlu. Assalamu alaikum alaikum assalam Осман Маршоğlu. Так, меня смущает этот вопрос. В первую очередь из-за языка международного общения, естественно, будет контроль со стороны Москвы. Да, меня тоже смущает. Контроль, смотрите, если мы не избавляемся от влияния контроля России, то все, что мы сделаем, будет зазря. Потому что их агентура КГБ, она сейчас, вот вы видите, в Грузии фактически владеет властью. На Кавказе она укоренилась просто до безобразия. Фактически это уже такое сословие появилось на Кавказе, которое считает, что они даже без своих кураторов из Кремля смогут нами управлять. Поэтому это такая очень сложная проблема, которую придется, вероятно, решать очень радикальными способами. Ну, посмотрим. Так.
Здравствуйте, здравствуйте, кавказиан. Алейкум ассалам, тип еще тот. Читал твою декларацию с обеими руками за. По этой декларации можно построить рай на земле. Сначала нужно ООН зарегистрировать, чтобы была площадка, где говорить. Да, Осман, совершенно верно. Нам сперва нужно стать субъектом международного права, и только тогда мы сможем об этом говорить. И американцы, Америка, если она соизволила бы обратить на нас внимание, она так-то внимание обращает, но вот больше усилий, если бы она прилагала бы к этому, то с ее помощью мы смогли бы очень хорошо продвинуться вперед в планах и развития наших государств, да и вообще в защите прав человека. Ичкерии жизненно необходимо восстановить свой язык и все репарации и компенсации. Плюс нам необходимо провести ряд расследований по уголовным делам в связи с преступлением против человечности. Совершенно верно, Фрея. Если не будет суда над преступлениями, совершенными на территории Чеченской Республики Ичкерия против граждан Чеченской Республики Ичкерия, также на всем Северном Кавказе, начиная с событий в пригородном районе в Ингушетии и заканчивая демократический российский период возьмем. Хотя, конечно же, мы должны упоминаться все события, связанные с этими преступлениями, совершенными Российской Федерацией, Советским Союзом там, или Российской империей. Но исходя хотя бы вот из нового государства под названием Российская Федерация. Поэтому, если не будет суда над этим, мы не сможем от русских избавиться. Это такой банный лист, который к вам прилип. Когда ему плохо, он будет притворяться, что это какой-нибудь там березовый листочек такой. Он будет трястись, как осина на ветру. Но как только у него все там наладится, из этого осинового или там кленового, березового листочка он превратится в такой ядовитый, хищный, я не знаю, какой-нибудь, ну придумайте какое-нибудь растение, которое поедает, людоеда просто, не просто какое-то, а просто зверье превращается. Мы это видели, я за свою жизнь не просто слышал все это, и как многие из вас, чеченцы, в первую очередь, сейчас украинцы, какое-то время грузины это все видели, своими глазами убедился, что это людоеды, которые сегодня могут быть очень мягкими, добрыми, когда у них все плохо. И только если у них появится, не дай бог у них появится какая-нибудь возможность безнаказанно вас уничтожить, не задумываясь, и вас, и ваших детей, и все живое вокруг, потом еще нагадят в бассейн, или в мечеть, или в церковь, им не имеет значения, какая религия, там, если они там про мечеть гадят, то и то же самое они делают с церквями и так далее. Ничего святого, как говорится. Поэтому для этого нам нужен суд. Суд над террористической бандой ФСБ, который является мозговым центром фашистской России, имперской фашистской России. Вот и нам нужно обязательно провести процесс, большой процесс. По этому поводу я начал говорить, и у меня есть документ, который мне сейчас переводит на английский. И после того, как он будет закончен полностью, я его выложу, и это будет мое обращение ко всем народам, которые пострадали от фашистской, и не пострадали, или теоретически могут пострадать от фашистской России и террористической банды ФСБ. Как-то так, друзья. Будем работать, будем, как говорится, будем работать, все будет у нас. Не будет работать, значит ничего у нас не будет. Да? Будут они такие наглые, вот эти КГБшники, вот эта вся вот эта шушера. Они нормальному человеку, если вот его ловят где-то на лжи, на преступлении, на обмане, должно быть стыдно, ну хотя бы стыдно об извинениях, там, об изменении философии своей жизни, об этом даже речи нет. Хотя бы просто элементарный стыд. И просто ты иногда хочешь в глазах увидеть, ну хоть капелька стыда есть у человека? Нету у них. С ними должен разговаривать только прокурор. Все. Следователь, суд,
Вот и все, что нужно делать. В противном случае эти люди, которые связаны с КГБ, с ФСБ, КГБ СССР, я имею в виду всех КГБ СССР, кто входил, плюс ФСБ, эти люди должны просто лишены, подвергнуты люстрации и в соответствии с законом о люстрации не допущены к управлению государственной деятельностью, государственной службе. И только так мы сможем. Это займет десятилетия. Десятилетия. В 90-м, 91-м, 93-м был самый известный процесс. У нас здесь в Германии над террористической бандой Штази, которая убивала людей, которая запугивала и так далее, и так далее. Ее руководитель получил 6 пожизненных лишений свободы, срок. До сих пор в Германии, который чтит закон, который имеет правовую культуру, уже долгую культуру, причем отличающуюся от даже европейских стран, европейского стандарта, так немцы соблюдают закон. При всем при этом до сих пор разбираются, не все решено вот с этим Штази, а всего этот Штази просуществовал там сколько? 30-40 лет. 40 лет практически просуществовало. Там, с 50-х по 90-е, грубо говоря, там, около 50 лет. Если вы приедете в Восточную Германию и посмотрите там, и поедете в Западную Германию, это тоже отличается. Даже менталитет людей отличается в определенной степени. Ну, про архитектуру и не говорю, которую настроили советы или там краснопузые. Поэтому это долгая история, которую нам придется решать, и эту историю с этой историей мы должны выйти, наши народы должны выйти с большим багажом опыта, знаний по построению государства, в правовых вопросах, интеграции в международное сообщество, потому что мы, народы Кавказа, там, за исключением грузин, которые определенное время успели чуть дольше нас пожить спокойно, чтобы у них какие-то институты власти сформировались. При всем при этом мы все понимаем, что там тоже это все очень-очень зелено, молодое все. А нам, другим народам, живущим на Кавказе, будет еще тяжелее. А еще тяжелее будет тем народам, которые не хотят вообще выходить из состава России и вообще даже не понимают, что это можно. Это было так страшно, так кроваво по наказанию чеченцев за то, что они хотели выйти и жить свободно, они вышли и хотели жить свободно, что это так запугало соседей, которые принимали участие в геноциде чеченского народа. Кстати говоря, все народы, которые проживают на Кавказе, Россия их задействовала в этом. И они считают, что им даже рыпаться не нужно, потому что это очень-очень для них опасно. Но с этим мы тоже должны бороться и прийти к какому-то пониманию. Люди должны понимать. Так, опять этот свет отражается на моей, не буду говорить лысине, светлой голове. Да. Вот так, мне кажется, лучше. Так, давайте к вашим комментариям, друзья. Кавказ на втором плане, мы насчет, так, Аслан, давай, так, давайте. Аслан, у меня видео с Фейгиным ограничения. Да, там леди поставили ограничения, потому что там были такие моменты очень шокирующие. Это мне YouTube прислал. Читал так. Ичкерии жизни необходимо восстановить свой язык и все репарации. Так, это я читал. Вот именно сам Грузия уже пыталась быть свободной, а нет, как видите. Да, Грузии надо продолжать бороться. Борьба, она должна быть, будет всегда. Пока существует ФСБ, они нам не дадут жить спокойно. Так, Аслан, давай мы будем восстанавливать свое государство за ногу чистого листа, языка, школы, всякие программы в компьютере, все мы сделаем чисто для себя, для нашего народа, для чеченского народа, а Кавказ
а Кавказ на втором плане. Мы насчет брат, там сестры, мы одно целое, это мы потом сначала поднимем Чечня, поколение и будущее. Адам, я понимаю, о чем ты говоришь, и то, что и говорю я, оно не противоречит тому, что ты говоришь. Это, наоборот, дополняет. Хитишо, низ вайдешхули, если будем правильно делать, принимать шаги, чтобы не попасть в капкан российских спецслужб, которые они расставляют, на далеко идущие планы расставляют причем, то в таком случае мы сможем выйти из состава России, деоккупироваться, да, в составе России мы никогда не были, на добровольном основании наша страна оккупирована, затем присоединена насильно, аннексирована, и мы находимся в составе вот этого фашистского образования. Так вот, если мы будем выходить, во-первых, есть народы, люди в этих народах, они массово народы, я тоже не вижу этого желания, большому сожалению. Но при всем при этом, если мы сможем поднять народы, объяснить им, что им выгодно быть вне России, тем более сейчас загнивающей России, и повести эти народы за собой, то в таком случае мы нанесем максимальный вред фашистской России, и будет гарантирована определенной степени безопасность для нас, так как мы станем больше, так как мы станем сильнее, и выходы у нас будут к морю, ну и так далее, и так далее. Поэтому, если это делать, конечно же, мы должны думать о том, что наше государство есть, оно имеется, все у нас сформировано в юридическом плане. Но мы должны думать так, чтобы чем хуже России, тем лучше для нас. Вот по этому принципу мы должны действовать. Полностью реализован. На европейском поле информации старается реанимировать Горскую республику. Столетняя давность, ЧК не дремлет. Да, там уже открыто все, там уже никто, я же говорил, будут открыто уже говорить, помните? Уже Кутаев вывешивается на экране, там уже, ну, все открыто. Поэтому, я думаю, пора уже возбуждать уголовное дело против Закаева за его вот эту антигосударственную деятельность, которую он ведет. К сожалению, у нас нет пока органов, но я уверен, наверное, они и есть, я не знаю просто. Может, специальные какие-то у нас органы существуют, я просто всех деталей не знаю. Я думаю, что это будет очень-очень плачевно для его и политической его линии, и для его существования, потому что это 100% измена принципам, идеалам, за которые боролись лидеры наших государств. И под видом сохранения какой-то Ичкерии собираются опять какие-то люди, которые создают какой-то проект, согласовывая его там между собой. Вот как-то так. Так, что у вас в Гамбурге произошло? В Гамбурге произошло нападение на церковь свидетелей Иеговых, которых 8 человек убили. Нападавший террорист застрелился. И я не имею никаких доказательств по этому поводу. Но я могу заявить от себя, от своей организации Human Rights Center Ичкерия, что основная версия для расследования, для следствия должна быть в первую очередь связь вот этого нападавшего с русскими спецслужбами. Потому что Россия преследовала, репрессировала свидетелей Иегова в России, в Москве. Я просто знаю, сталкивался в одном судебном деле именно по защите представителя одного из вот этих религиозных течений. И могу сказать, что преследования в России происходили просто абсолютно беспочвенно и с нарушением всех норм и правил, которые есть даже в этой фашистской России. И я не знаю, что сделали свидетели Иегова этому человеку.
чтобы он вот так зашел и убил. Они никогда не призывают к насилию, это очень такая спокойная, тихая группа. Единственное, в чем ее обвиняли русские, в том, что она связана с Америкой, с американцами, типа их это разведка. Ну, может быть, там, конечно, была разведка, я этого знать не могу, но я знаю, что там были абсолютно спокойны, вот, по крайней мере, московские вот эти свидетели Иеговы, они были абсолютно спокойны, очень верующие, порядочные, такие опрятные, чистые люди, с которыми мне приходилось общаться. Поэтому я считаю, что, конечно же, с большой вероятностью первая версия для рассмотрения должна быть русский след. След ФСБ, который, скорее всего, может быть связан вот этот или психически нездоровый человек, или же легко внушаемый человек, которому, видимо, объяснили. Опять же, я говорю еще раз, говорю и настаиваю на этом, что в Европе готовятся террористические акты, вот подобные тому террористическому акту, который был сейчас совершен, сегодня совершен тут в Гамбурге. Вложено огромное, большое количество денег, вкачано сюда, в Европу. Сотник сообщал о 200 миллионах, ранее еще до этого 70 миллионов евро. Это большие, более четверти миллиарда евро. Эти деньги, скорее всего, пойдут на финансирование разных политических партий и движений, которые затем, после своего проигрыша, потому что они на самом деле здесь маргинальны, а если много денег вложить, конечно, активность какая-то появится, и появятся определенные сторонники. Когда есть у тебя деньги, когда есть у тебя движение, когда ты можешь привлекать людей, ты в конце концов кого-нибудь все-таки можешь, даже на самые сумасшедшие свои какие-то идеи, подсадить человека. И скорее всего, я так думаю, после того, как им не удастся свергнуть ни одно правительство тут, одиночки или под видом этих одиночков готовятся террористы, которые будут совершать там, например, от какой-нибудь правой радикальной партии любой страны сейчас, я как наугад беру, там Франции, Италии, Германии, которые будут, за которыми будут стоять, конечно же, спецслужбы России, если мы не проведем суд над ними и не привлечем их к ответственности, которые будут брать на себя определенные лица, задействованы какие-нибудь пешки, которые возомнили себя ферзем, будут показаны, задействованы как лица, как ЧВК Вагнер или ЧВК Кадыров там, и так далее, и так далее. И будут террористические акты. Поэтому я призываю быть готовым ко всему. Всех. Ты где? Хотя халхитар все-таки нет цен уэлисте алял мадуевой, хотя ты жил уэлисте. Он со мной в горах бегал и чё? Да, она чугойшим, томбин метк садекалош боште, да, она в общем, юриш морды, колон, ваши ура, она и урешили, кисагава очень. Так, Аслан, извиняюсь про это видео, которое я говорил, не могу его имя выговорить. Вот ты сейчас его напомнил, это боевика. Да, но ты про Фейгина, да, говорил. Привет, Аслан. Не думал, что Фейгин обладал, скажем так, интересным прошлым. Ну как, Николас, я об этом говорил, я об этом писал, об этом Сотник говорил. Это известный факт, он не любит об этом говорить, но это известный факт. Аслан, кто и где, какие исследователи, судьи должны работать и судить фашистскую Российскую Федерацию? Это очень интересный вопрос. Вот, исходя из того, что сейчас в Львове была, вот, несколько дней назад была конференция, посвященная вот, именно трибуналу над фашистской Россией, над преступлениями, преступниками, совершивших преступления в Украине. Он проходил во Львове. Я полагаю, что основной акцент все-таки будет делаться на Львов. Уверен, хотел бы, чтобы этот суд был международный, и я вижу, что американцы принимают, соответственно, определенные законы на уровне национальных судов, что они могут судить, в том числе Путина. Я вижу, что здесь в Германии у нас кое-какие такие вещи происходят, это мой профиль, я просто обращаю на это все внимание, наблюдаю за этим. И
Я думаю, что будет суд во Львове, где-нибудь в Америке, здесь в Германии, скорее всего, где в Нюрнберге или еще где-нибудь. В Великобритании, я надеюсь, тоже будет суд. И вот осудить будут тысячи людей будут судить. Я думаю, что далее вот эти, судить нужно десятки тысяч людей. Далее суды будут продолжаться годами, десятилетиями. То я очень надеюсь, что и в нашем славном городе Джохаре после деоккупации. Как-то так я это вижу. Как будет реально делать люди, которые отвечают за эти решения, какие решения они будут принимать, я пока не могу знать, но вот как-то так. Так, сегодня, если быть честными, весь Кавказ заполнен агентами фашистской Российской Федерации. И они все будут делать вид, что они все будут делать, чтобы сохраниться. Информационная война должна усилиться и показывать, кто есть кто. И сейчас это большой шанс. Совершенно верно. Смотрите, вот я призывал, вот, когда начинал свою вот эту деятельность, я хотел сформировать, укрепить наше гражданское общество здесь, в Европе. И, как вы видите, оно не очень сильно у нас здесь, не очень сильно сформировано, как кажется. Хотя оно уже началось движение, я вижу движение, не могу нарадоваться этому движению. Просто отлично все. Но мы увидели, как работают наши враги. Ну, кто увидел это, тот увидел. Как работают наши враги? Работают они следующим образом. Они создают массово, просто у них деньги есть, у них есть такие люди, которые могут не считаться с никакими там этикой, моралью и так далее. И они им говорят: открывайте тикток-каналы. И массово появились тикток-каналы. Одновременно. Обратите на это внимание. Точно так же появляются разные новые какие-то там каналы, которые опять скрываются. Какое-то народное движение YC, народное движение Ада, народное движение там Дебу, там, народное движение там Вирангул. И вот такие вещи создаются, и мы не видим за этими людьми реальных каких-то активистов, политических сил. Почему мы не видим? Потому что за этими не стоят реально политические силы и активисты. За этим стоят спецслужбы определенной страны. И в этом плане мы должны принимать ответные действия. Мы все должны стать политиками. Нравится нам это или не нравится. Мы должны, по крайней мере, как минимум разбираться. За нас думать будут всегда, пока мы сами не начнем думать. А для того, чтобы думать, надо напрячься, разобраться, знать, где правда, где тебе полезно, где тебе во вред идет. Потому что ни одна страна, которая будет пытаться управлять другим народом или другими захваченными территориями, она не будет думать в первую очередь о тех, в первую очередь она подумает только о себе, и после этого, в зависимости от ее мудрости, от ее там гуманизма, там еще каких-то качеств, тогда они будут уже обращать внимание на тех, кого они поработили и пытаются использовать. И поэтому мы должны разбираться. Пускай мы будем это делать тихо, чтобы никто об этом не знал, потому что это чревато для наших родственников, которые дома. Пускай это будем мы как-то делать по-другому, но в любом случае мы должны в этом разбираться. И та ложь на лжи, которая как пирог на нас наложена, мы ее должны разгрести, если не удастся все, то хотя бы попробовать часть из нее разгрести и смотреть, что нам нужно, куда нам идти. И вот на таком основании мы сможем создавать свое будущее, правильное, хорошее, светлое будущее, к которому мы должны будем прийти. Это надо повышать свой образовательный уровень, да, чтобы не быть инструментом в чужих руках. Поэтому нужно вести эту информационную борьбу
полное нарушение нашей Конституции, закат только чудит от себя, это то, что им так. Аслан, есть ли информация о численности российских бандформирований на территории народа Нохчи и не отправляют ли хоть какое-то количество Украину? Информация разная, по-разному, там, кто-то говорит 120 тысяч, кто-то говорит 150 тысяч, кто-то больше говорит. Они расположены, разбросаны по всей территории, высоко в горах, на равнине, их огромное количество. Часть их снимали и отправляли, не всех, далеко не всех. Также не только на территории Чеченской Республики. На территории Чеченской Республики Ичкерия находится самый большой контингент вот этих оккупантов. Но также есть и вокруг нашей страны. Также, как мы знаем, есть люди, которые пошли служить этим людям из нашего народа. Они тоже являются частью этой оккупационной группировки. Поэтому я не знаю точно, сколько их. Вот цифра такая, 100-150, с учетом плюс еще вот работники там разных силовых структур там и так далее, и так далее. И часть, да, отправляют. Это 100% дается, им очень выгодна любая дестабилизация стран Европы. Вот тоже, они же предупреждают. Да, Фрея, совершенно верно, про теракт говоришь. Да, они предупреждали, говорили, и вот, как мы видим, он совершился. Добрый вечер всем добрым людям. Добрый Эсант. Так. Алейле мачам бейна сад баев бочу и от хирурга мавок эль каски хиллаки. Джохар, я не хотел говорить об этом человеке. Я давно уже сделал выводы о нем и просто понял, да, это там духом жду тебя, да, да. Но самое интересное, то, что было, когда ты прислал мне, помнишь, ссылку, где идет телемост, там Прага, Вашингтон, и стоит человек, играющий роль министра иностранных дел в артистической группе Ахмеда Закаева, который говорит: я уже бегу, мне нужно идти в Капитолий. Это просто, если бы обман шел бы по отношению к русским, к России, да, не к русским, а к государству российскому, то это можно было бы еще как-то понять. Но обманывают нас обманывают, простых чеченцев, дают им понять, что вот человек сейчас зайдет в Капитолий, сейчас он там проведет встречи и так далее. Ни одного видео, ни одной встречи, ни одной фотографии с сенатором, с замами, еще с кем-то мы так и не увидели. Но показали вот такую вот фотографию. Когда ты хочешь попасть на вечеринку, но забыл свой билет, Алязин. Я понимаю, что много людей есть в этом деле и так далее, и так далее. Но говорить от моего имени, от народа, от имени народа, который перенес такие страшные страдания, от воинов, которые показали доблесть на полях сражений, говорить вот этими людьми, мне кажется, это издевательство над всеми нами. Нас обманывают, не просто вайиреш, мог представить, да, да, чуан хиламег, гуанда айзан хиламег, но вот таким тоном уже переигрывают, да, не просто таджимал, да, дадоп поле чутушью. Отсон хорейс цахильча таган, рахлайхуль штуквай. Если мы соглашаемся, да я ад ия, дейр маи хунт ашдуй ад, ой бак ой укис, ой эш ма бит би борой, забол би раск штани махил би борой, ой раск штани хуль шуль, ой хут туэлду тах кадира вар ялла, ой кадира вар
сан гайскштхильч, якутаевар санна гайскштхильч. Войну разницу. Просто я не могу понять этой логики. По крайней мере, amnistировать один цацбол не келарбол ишхил кадированию кебаш. Акар улилдина. Цакар ца амнистироваться на халлактина. Дик дуидатица бошенс, просто как факт. Ассаламу алейкум, я за правое дело по-любому. Алейкум ассалам. Так, Асан, доброго, дорогой мой брат Ваша, ты имеешь право сакьетмя. Асан, выбор шква с удовольствием голос на свой... Дейрес хуйлон. Кстати, этот контингент из оккупированной Чили, они не перебросят даже Украину, там уже Грузия уходит из-под контроля. Да, основной нет. Чечня, это если сейчас поднимется Чечня, то это все, это просто хана, они просто перекрыли краники, а у этих краников есть такая особенность. Если ты эту резьбу сильно затягиваешь, она срывается. И этот срыв, они всегда пытаются контролировать, они всегда пытаются немножко задобрить. Они так-то мудро себя ведут. Империя, сегодняшняя современная империя, путинская империя, нужно признать, она себя ведет не так, как многие какие-то такие же кровавые империи. Причем она, вот эта империя, она кровавее всех других империй. При всем при этом она ведет себя очень хитро, изворотливо, даже в какой-то степени, можно сказать, дальнозорко, мудро. Не хочу использовать это слово. Вот так они себя ведут. Дериш там, чего-то сбербу, но это произойдет. Рано или поздно эти гайки, им придется, они будут закручивать. Еще, уже чуть-чуть, и раз, и сорвет. Салам Ашду Масарик. К сожалению, могу только в повторе посмотреть, так как занят. Он видно, через Мексику туда попал. Не, ишь там, ашвали. Так, шадик ди сундаг ди хиждариха. Грозный 95. Ху вишон, худон дадиштик. Хал милу. Цасон далуштикем ди дой. Сун хюгер виш далур долушвала. Так, еще один зашел. Одновременно два зашли. Ладушу, все, хадийцел, но чуй, Грозный 95. Хадийцел. Гибридности, коварства, болотной нет предела. Это да, вот и гибридность. Гоуз, на самом деле, это еще будут историки изучать. Так, Грозный 95. Нохчо, давайте, хуо ющун. Только надо это не в эфир писать, когда я говорю. Вы можете написать в личку. А сейчас можете сказать, я вам скажу, смогу я вам помочь или нет. Мои возможности, как вы понимаете, очень скромные. Мне, кстати, Facebook напомнил 4 года назад, 10 марта 2019 года, меня исключили из адвокатской палаты города Москвы. Вот еще один зашел. Теперь юзер, у него тоже, уже 3 человека одновременно. Я вас слушаю, друзья. Про ситуацию в Грузии что думаете? Я думаю, что настало время, пока еще жив хотя бы Саакашвили, потому что при всем моем неоднозначном к нему отношении, я понимаю, что это наш флаг, наш Кавказ, не просто грузинский, наш кавказский флаг за свободу, хотя немножко с чеченской кровью на этом флаге. И я думаю, что грузинам нужно подниматься, нужно свергать вот эту ГБшную власть, ввести закон о люстрации и привлекать всех, кто связан. Россия страна террорист, и все, кто связан с террористами, должны быть осуждены. Все деньги их должны быть конфискованы. Все должно быть арестовано у этих людей.
И это все должно уйти в бюджет Грузии. Вот что я думаю. Конечно, это давно нужно прекращать. Я знаю, что в Грузии очень много агентуры еще с советских времен. Еще начиная вот с этих воров в законе там, и так далее. Много действующих офицеров со времен Берия, Сталина, Гвишиани есть среди грузин, были среди грузин. А это такая потомственная работа. Они своих детей туда подтягивают и так далее, и так далее. Поэтому нужно очищаться, освобождаться от прошлого, КГБшного, советского прошлого. По-другому никак. Иса муарло до Аллах. Ас муарло до Аллах уцу киндел цахилар. Мухаммад цун поэмар хилар. Аса доп муарло. Инс кучу я на исвик цальч и проблемы разанен. Хобусал будет загуш. Ты говоришь во многом правду, но тебя никто не слушает. Почему? Ты ошибаешься, Турпал. Меня очень много людей слушают и самое главное слышат. Просто не всем дано понять, что я говорю. Плюс работает очень большая машина, система по дискредитации, убийству, очернению под названием ФСБ России. Вот они работают, они делают свое дело. Машен ахч лосун ас потихоньку верну. Машен ахч лосун ас потихоньку верну. Мегарду. Хаула далур дарасонс. Так, круто сказал. Мегарду турпа. Оло Рамзане. Ихцу лурион. Рамзан. Уже цело. Рамдахар вар Рамзан. Да, тюк. Вар бирцин. На хая был. Хая мера бета чек бойли ирциниш уже. Друзья, я хочу еще рассказать 4 причины, по которым чеченцы поддерживают идею деоккупации своего государства. Тоже небольшой текстик, который я вам хочу прочитать. Одна из первых причин — это исторические и культурные особенности. Чечения имеет свою уникальную культуру и историю, которую она хочет сохранить и развивать. В прошлом Чечения пережила множество военных агрессий со стороны империи, тем не менее чеченцы сохранили свою идентичность и противостояли ассимиляции в других культурах. Чеченская республика Ичкерия имеет свой собственный язык, культуру, религию и традиции, которые многие граждане страны хотят сохранить. Деоккупация Чечении может обеспечить гражданам возможность принимать решения, которые отражают их культурные и национальные потребности. Вторая причина – право на самоопределение. Согласно международному праву, все народы имеют право на самоопределение и создание своего независимого государства. Чеченцы считают, что они имеют право на этот выбор и доказали верность своим идеалам в многовековой борьбе за свободу. Избавление от тирании России позволит Чечении разрабатывать свою собственную политику и принимать решения, которые наилучшим образом отвечают интересам ее народа. Она также может иметь большую свободу и независимость в выборе своих союзников и партнеров. Агрессия России – третья причина. Русско-чеченские войны, которые начались в 90-х годах, я здесь не указал про 4 века войны, но вот на сегодня то, что было актуально, стали одними из самых кровопролитных после распада СССР. Массированные бомбардировки населенных пунктов и этнические чистки привели к сотням тысяч жертв и разрушению в республике. Многие потеряли своих друзей и близких, а страна была разрушена войной и насилием. Для граждан Чечении это была огромная трагедия, которая будет с людьми на протяжении многих лет. Для большинства чеченцев морально-психологическое восстановление после такой кровопролитной войны и геноцида займет десятилетия. Необходимо время, чтобы забыть боль и страх, которые люди испытали в течение многих лет войны и тирании. Для чеченцев важно, чтобы справедливость была восстановлена и виновные были привлечены к ответственности. Независимость Ичкерии может предотвратить повторение прошлых ошибок и гарантировать более стабильное и безопасное будущее. Четвертая причина – экономические интересы. Чеченская республика Ичкерия является богатым регионом в нефтегазовом отношении и других полезных ископаемых. Независимость может дать республике контроль над своими природными ресурсами
и возможность управлять ими в интересах своего народа. Это может привести к увеличению доходов страны и созданию новых рабочих мест. Более того, независимость может позволить привлекать инвестиции из других стран и развивать свою экономику более эффективно. Однако, следует учитывать угрозы после деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. ЧРИ может стать объектом интересов многих других государств, которые могут попытаться влиять на политическую, экономическую и военную сферы в стране. Это может привести к появлению новых конфликтов и угрозе для мирной жизни граждан ЧРИ Ичкерия. Поэтому для безопасности граждан должна быть разработана своя стратегия по защите интересов и безопасности, заключение военного союза США и получение протектората ООН может иметь множество положительных аспектов. Это может обеспечить дополнительную защиту Чеченской Республики Ичкерия от потенциальных угроз со стороны других государств, а также усилить ее политические, экономические и военные связи с мировым сообществом. При этом вопрос о получении протектората ООН должен решаться с учетом мнения чеченского народа и сложившейся ситуации. В целом, решение о заключении военного союза США и получении протектората ООН должно быть основано на тщательном анализе всех факторов и интересов, включая безопасность и благосостояние чеченского народа, сложившуюся ситуацию, мнение мирового сообщества и международное право. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 9 марта 2023 года. Так. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Тебя и грузины слушают в разных платформах. Амарджоба Генацуале. Я сидел 15 лет в России, освободился в 2017. В 2018 судили еще на 8 лет. В 2019 приехал в Германию. Ахка ночью. Если не кричат, это не значит не слышат. Слышим, видим. Да, Диор. Я недавно был в посольстве России. Очень мерзко к нам они относятся. Будет ли с ними то же самое? Это не ко мне. Чечня меня просто потеряет, ты знаешь, но меня хотят депортировать. Можешь как-то помочь? Ночью я постараюсь тебе помочь. Но знаешь, у вас обычно ко мне обращаются, после уже все методы вы исчерпаете, совершите кучу ошибок, и так уже киманты укшайна, да, и что ложь, когда уже невозможно практически помочь бывает. Напиши мне, можешь здесь в ТикТоке написать, давай поговорим с тобой на эту тему, и мне нужно будет все узнать, что, как, и смогу я помочь или нет, что я могу сделать. Ночь в Украине, халвот уамбия, халвот уамба, айлучек. В Россию тебя не депортируют. Да, сейчас я думаю нет, но неизвестно как бывает. Есть что есть угроза, говорят по крайней мере, хотя не имеют права сейчас с учетом сложившейся обстановки. Борзила, бездне, салец, дедамлец, дахуй цербец. Я написал тебе на почту. Мегарду, хожару сюда, почты. Иван Хан. Нет, Иван Хан, я сейчас не буду ни с кем проводить. Я сейчас закончу свой стрим, потому что я очень устал. Я не министр иностранных дел, связи Капитолия у меня нет. Ясно. Да, не говори, Джурар. Да, из анекдота. Это станет анекдотом, вы увидите. Вот этот министр иностранных дел, анекдот хороший. Если вы что-то хотите изобразить, то есть создать видимость, то вспомните Инала Шарипова, или Закаевского министра. Первое важное, нужно будет создать национальные спецслужбы, искать по всему миру всех преступников, на ком есть кровь. Конечно, должны быть, это все у нас будет. Шек Ахмадович, вы самый чего спецслужб, Харюкшон. Да, мола, 100%. Ногчи, ой, законник, мол, ногчи на самом деле. Вы сын законник, ждем мандат.
Да, я не так. Да, да. Çuval vampirен крест гейтинш сан шахаду прояснил тикток. Ох уж эти обер-муслимы со своими признаниями в шахаде кутаендайн. Остан религия разрешает, если сильно захотеть, и она цергаса. Мне кажется, Селективе очень много смотреть о Купире Ичкерии. Я думаю, им интересно, что ты думаешь, к чему встреча сына Кадырова и ВВХ. Сейчас, сейчас. Алхамдулилlah. Сейчас я вернусь к вашим вопросам, друзья. Думаю, интересно, что ты думаешь, к чему встреча. Я не знаю, Эд, мне в прошлый раз говорили про эту встречу. Готовят Гитлер-Югендов. И, видимо, их сын будет одним из главарей из этих мелких боевиков. А знаю, каким видом площадь ты представляешь себе Чеченскую Русь после распада России? В каком виде площадь ты представляешь себе Чеченскую Русь после распада? Питер, какие-то вопросы. Ахатар. В каком виде? Какие-то можешь мне объяснить? Основа первых двух пунктов слова «считаю» даяхкан утвердительной форме дикхир даяцерти. В первых двух пунктах слова «считаю» даяхкан утвердительной форме. Так, чеченцы считают. Чеченцы имеют право. Ну, конечно. Да, ты права. Просто я пытался делать его так, как бы со стороны, не я как чеченец пишу, а вот чеченцы, их мнение. Осна, извини, общаться понял, где ты там же так. Осна, при его виде я вспоминаю слова Галкина про Зайцева, одеты как в турецкий диван. Знаешь, там стильный мукант. На роли Генишин Шварценеггер стреляет в шариачки Цегина. Здесь у меня температура, глаза болят, потому что не в чате, а просто слушаю. Леди дал маршал дуэль. Он шмел волчун дал маршал дуэль. Так. Я написал тебе на почту Аллах рейсу. Массайна хуруэн Аллах рейсу. Я зи посмотрим. Ой, удалурду. Слава ЗСУ, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Владимир. Героям слава. После отделения Кавказа есть риск передела земель между кавказскими народами. Нету такого. Мы всегда договоримся. Всегда. Абсолютно 100%. Да, амин. Все, что было забрано незаконно, должно быть возвращено по закону. Да, совершенно верно. Площадь изменится после распада России. Ты имеешь в виду территориальная площадь, наша территория. Я думаю, да. Я думаю, это как бы логично, по идее. Сейчас Диц Юшларца Ицумбады Дич. Но, конечно, наша территория, страна, которая нам должна $1 триллион, должна будет как-то компенсировать нам разные потери. Амин, да, маршал дуэлейды. Как думаете, чем болен Дон? Я думаю, может он сидит на каких-то таблетках, которые его там успокаивают или тонизируют, там, может, какие-то разные есть, я просто не знаю, может, у него секретные какие-то есть. Поэтому я думаю, он, у него с почками сказали проблема, это тоже из-за лекарств может быть, хотя это и на печень влияет, поэтому, гадать, я не врач, я не могу этого знать, как вы понимаете. А так, я думаю, все дело в том, молодой вроде бы
медицина, доступ к медицине есть у него, не знаю, что с ним. Ну, может, отравили. Кстати говоря, я, помните, выдвигал версию, что этого Апти Алаудинова отравили там и так далее, и так далее. Я выкладывал это видео, если вы его видели, оно у меня есть на канале, где... Так, это у меня в шортах было или же в коротком видео? Сейчас, подождите. Ну, наверное. Ну, а куда оно делось? Я его не выкладывал, что ли? Как это так? Короче говоря, Апти Алаудинов рассказывает Скобеевой, что дело, которое по поводу отравления, не возбуждено. Иными словами, получается, либо не было отравления, и поэтому дело не возбуждается, его там отозвали с фронта по какой-то причине и вернули потом. Либо отравление было, но люди такие серьезные стоят за этим отравлением, что следствие не смеет. То есть государство, то есть Путин стоит, то есть люди Путина, Кадыров, то есть стоит за этим. Кадыров это так, исполнитель, но и есть все основания полагать, что Апти Алаудинов это следующий претендент на место Кадырова, на место не главы республики, не главы чеченской, не президента Чеченской республики, а гауляйтера российского на территорию временно аннексированной фашистской России. Может быть назначен он. Планы, как мы видим, еще может фигуры появятся. Планы, как мы видим, сделать Кутаева над Кавказом всего, вот какой-то проект они там готовят, что он как бы представляет, и он от России там, и все, мы все там должны сказать, мы тебя приветствуем, ты там наш будешь жрец главный, и мы будем тебе там слушаться и повиноваться. Большая проблема то, что мы не строим ГУЛАГ, который привыкли строить там советские граждане и КГБшники разные. Мы строим свободное демократическое государство. России удалось поставить забор, юридический, правовой забор, щедро отдавая нефть, газ и так далее, для того, чтобы вот эта свобода до нас не дошла, чтобы мир сделал вид, что нас не существует. Но сейчас ситуация меняется, и этот забор уже не устоит. И поэтому все потуги, которые сейчас совершаются Кутаевыми, там, другими, третьими, которые сейчас пытаются что-то там сварганить, там, это может иметь какой-то эффект временный, на год, на два, халиф на час, но после этого это потерпит сокрушительное поражение. Потому что чеченцы это терпеть ни в коем случае не будут. Ни в коем случае. Так, Асан, желаю успеха, ты ценный человек для Единого Кавказа. Спасибо, спасибо, дорогой грузин, спасибо. Дай Бог вам сил Ичкерии быть. Дай Бог, дай Бог. Спасибо. Россия должна нам примерно Ставропольского края, у России не будет $1 000 000 000. Придется брать землей тогда, удыду. Привет, когда уже Ичкерия будет свободная? Скоро, антипутин, скоро. Сунли, Мали, Хан Мали, Боа. Так, пойдемте дальше. Ott kuryukásig dalugdésük ubo zakajuma uйти. Ой, кур гулбинок щен, гванда, и вот. Вот, ищаешь замуж, помощник, министр, ища такие гешвик, и вот. Куда гулбешь, бойс? Одного человека достаточно. Одного. Ну и секретарь, чтобы писал там документы, чтобы вел сайт. Все, 2 человека нужно, чтобы сейчас Ичкерию держать. Поднять флаг и держать. Министр финансов, министр внутренних дел, министр прокуроров, министр МВДов, там, иностранных дел. И зачем это все нужно? Зачем? И там какие-то юртдаи там в Чечне, там туда-сюда, что типа преемственность власти. Нету никакой преемственности власти, понимаете? Преемственность власти, она была бы, если бы они у Додки взяли бы эту власть. Он ее не дал им.
Понимаете? Поэтому юрт, да и это все имитация. Это создание такого мифа, важности. Это все ничего не стоит. И если чеченцы думают, что они, вот имея этот миф, что есть какая-то надежда, вы себя обманываете. Вы не только себя обманываете, вы, соглашаясь с этим, подводите нас не к очень хорошим последствиям. Потому что там везде стоит Россия. Везде там она маячит. Понимаете? Вот в чем вопрос. Esam Kadīrovs. Tagad tās vicegam možvar Kadīrovam. Šajā volču حقيقتي كدير دق ردلير كدير دق والجدين ردلدر تندا والجدين да дуй ал медерсе дуешвол ФСБ ты был бы альцу как-то одинак когда ему предложили. Вот его даже не отправили бы туда, если бы он уже не был. Это тогда было такое специализированное учреждение медресе в Бухаре. Цухен дюнда Надель Кадыров следит. Все. Это дело времени, да, позволено. Ну и навеки вечное, навеки вечное. Навеки вечные предатели Шербухашевой история. Навеки вечные. Духу нахер был, но некоторых мы не будем сильно клеймить, да, чтобы там лет через 50 можно было бы забыть. А эти на 1000 лет останутся. На 1000 лет. Сколько будет жить чеченский народ, столько будет Кадыров и его вот эта банда. И все, кто привел нам войну эту, будут остаться такими. Так что Кадыровец, там уже даже обсуждать. То, что Кадыров, что хорошо в Кадырове, что хорошо в нем, то, что он во всем мире признан преступником. Вот это его самый большой плюс для нас. Вот, иду. Потому что после Кадырова не должны прийти никакие хорошие россияне или имперо-оппозиционеры или какие-нибудь там, я не знаю, другие люди, которые не являются во всем мире признанными преступниками, как Кадыров. За место преступника Кадырова, который пришел на место при живом отце еще, при живом президенте Аслане Масхадове, его отец стал на сторону русских и создали параллельное государство в государстве при живом президенте, причем его други. Он еще был не просто его президент, он был его другом, его соратником. Он создал параллельное русское оккупационное администрацию он создал. Поэтому это, конечно, останется в истории чеченцев, а чеченцы историю, особенно такие вещи, не забывают никогда. Цундела, такие люди, после таких людей, как Кадыров Рамзан, должны прийти не Кутаевы, не третьи, не другие, которых там нет крови, например, явно убийств чеченского народа. Есть еще другие заслуги. Должны прийти настоящие, честные, свободные, избранные люди, которые никак не связаны с Россией. Вот кто должен прийти. Ишь там, любой чинкочу, абанаш, дом, брат. Ну и... Дивіться, кудуваю. Эзершка набаян у саги, там это на, я не знаю, зучу доудин у саги, ю хиватин, у саг сановол кона, дивіться, бейран туаги, эзершка набаянаги, ю хиватин. Да, все плохо поступили, нехорошо. Но один поступил очень плохо, а другой, ну, плохо. Ассаламу алейкум. Урамату баракату. Хат мелвишу, мокшмеш айшу, аш дуйшу. Ва алейкум ассалам. Дик адал бухаста хамзаш. Шуму ашту. Дик ай, дал дик айтир. Так, друзья, я уже, наверное, закончу свой стрим. Сюлишна дук дик хашун, вайн доз мичахирду. Хашун, масана хашун. Таши куёч, вайгак еч, документ. Без России все это решится очень быстро. Всегда, когда есть вопрос о выделении Кавказа, педалируют тему, что Чечня нападет на другие соседние территории. Будет, мол, будет бардак, что без РФ не будет мира на Кавказе. Эту риторику не раз еще услышал. Да, совершенно верно. И причем, если не будет России, самое интересное, этих войн никогда бы не было бы у нас на Кавказе.
Мы никогда друг с другом не воевали и не собирались воевать. И всегда, да, конфликты могли возникнуть, драки возникли, даже, может, доходило до убийств, но где-то что-то. Но всегда это быстро вмешивались специальные органы, люди, институты, которые уже веками этот момент уже так на автомате просто разрешали этот вопрос, и все заканчивалось. Валейкум ассалам. Ночью. Асан, ты прав, ты делаешь огромную работу, как ты никто не делает, поэтому все благ тебе, ни шагу на рядом почки охранять, я рядом с тобой. Я бы этот Кабмин назвал Кадыр. Как бы Кабмин его надо назвать? Het kunstlager zou er om meer dagen niet meer in zo. Ну, да, на самом деле, Шадега однозначно дуали Шатига, если мы объективно будем смотреть на все факты. Если бы, например, вместо Кадырова назначили бы какого-нибудь там Иванова, то мы бы сейчас не находились бы на том уровне, на котором находимся сейчас. Это одна сторона медали. Потому что русские нам бы даже вообще еды не давали бы. Еды просто. Во-вторых, вот эта группа, которая сейчас у власти назначена из нашего народа, она является не просто спасителем. Вот ты пишешь, он вот из этого концлагеря сделал что-то там, что-то человека удобоваримое. Я считаю, они это делали, чтобы нас грабить. И удобоваримость, вот что вот какой-то человеческий, какой-то вид, более-менее сносные какие-то условия в Чечне, они благодаря, я соглашусь, что там чеченец все-таки, хоть он людоед, хоть он какой бы он там не был, если там был бы русский, было бы хуже. Но и если бы ему русские запретили бы то, что он сейчас даже делает, он бы этого не делал. Но еще есть другой момент. Это Запад, это Америка. Когда мы, вот смотри, я свое мнение скажу, оно может быть ошибочное, я сейчас не хотел его говорить, но я сейчас скажу его. Много раз я его не хотел говорить, с Олис. Когда закончилась первая русско-чеченская война, которую мы именуем победой и так далее, и так далее. Скорее всего, это было принуждение к миру, а не победа это была. Когда началась война в Грузии, русские использовали этот термин уже по отношению к грузинам. И он очень хорошо, ярко демонстрирует, наглядно демонстрирует, что принуждение к миру это еще не победа. Подписанный договор нашим руководством в лице Аслана Масхадова, который на 5 лет откладывал статус, при этом разрешал, обязывал, можно сказать, потому что Тим Гульдеман, говорят, попросил взять в правительство Аслана Масхадова, Руслана Кутаева. Это фактически можно назвать коллаборацией с Россией, объединение с Россией. Отложенный статус. Наши министры, я общаюсь с разными людьми, не министры, чиновники, разные там люди, я не знаю, министры у нас не так много было, и они были очень достойны. Почти все погибли они во второй вот этой войне. Короче говоря, наши чиновники некоторые из Москвы не вылезали. Мы только что войну прожили. Как может наш чиновник, наш министр находиться? Они там зарплаты получали, какие деньги им там Россия обещала. Фактически вот этими финансами они нас заманили, а там уже дело техники, как вас вербовать, как с вами подходить ключ к вам, подходить подход к вам, находить подход к вам и так далее, и так далее. И цаду. Но фактически фактически
победа не была завершенной. Ладно, халтеми, сара войнох чумата итишею, публично итишея, царгум на хичбол, на обой царц вахи, на дукугум каста дишум, да комиссию, с комиссию каста дишум, что ж. И вой комиссия, квалан, вой тут обвал цабой, дукугума неясно дукуюка. Ком историю, кай хилищат, пачалканюка, и что гумш. Поэтому это такая сложная тема, которую нам еще предстоит решать. Ладно, оставим это все. Я Дайлуэн Беркет и Велачат. Амин, амин. Ва алейкум ассалам, Мухаммад Машуоль. Короче говоря, я к чему это все говорил по поводу, что мы в лице Запада, а Запад предлагал, если вы говорите, а Россия, как известно, очень умеет мимикрировать, очень умеет там имитировать, она представила, что есть часть чеченцев для правовой стороны Запада и только соблюдая букву права, они предложили, что есть какая-то группа чеченцев, которые были рядом с Масхадовым, которые были всегда против России, Первую войну, Ахмад Кадыров там туда-сюда и так далее. И пришло какое-то течение ваххабизм, которое является угрозой для Запада, для мира, и что Ахмад Кадыров, который борется с этим ваххабизмом, который был создан самими русскими спецслужбами, при попустительстве нас самих, тоже это нужно признавать. И вот эти люди были представлены, Кадыров и его вот эта группа, представлены как вроде бы они противники России, враги России, но теперь им даются какие-то определенные гарантии, что Россия с ними будет иметь дело, но при этом они должны учитывать интересы и России. И вот происходила трансформация народно-освободительного движения при помощи Ахмада Кадырова, который чеченец и который не будь он, а был бы если русский, как мне вот он пишет, что у нас положение у народа было еще бы хуже. Не спорю, конечно же. Но при этом, при всем, получилось, что вот этот человек не просто появился как чеченец из чеченского сопротивления. Это чеченец, который был изначально за русских и находился внутри чеченского сопротивления, я про Ахмада Кадырова, и все это время работал, являлся их человеком. И нужно было 10 лет или сколько-то лет провести ему в стане нашим, чтобы от нашего имени выйти и начать говорить и миру, и России. И тогда фактически Запад сказал, хорошо, это та часть чеченцев, мы принимаем этого Кадырова, эмиссары КГБ, ФСБ от лица Ахмада Кадырова начали ездить в Европарламенты, в ПАСЕ, им давали слово, с ними разговаривали, хотя все понимали, что это имитация, но есть такое понятие, как доказательство. А русские спецслужбы, это же государство работает, они всегда умеют подчищать хвосты, чтобы это не слишком было. Хотя они много ляпов, но они умеют все равно кое-что так делать. И в итоге мы оказались, как будто Ичкерия, борющаяся за свободу, входит в какой-то союз. И вот это правительство Ахмеда Закаев Олшхайзаксон, что там она нам выплачивает, потому что они там какие-то документы подписали. Фактически они подписали документы о том, что нам Россия должна не контрибуцию, а компенсацию. Контрибуция требуется у проигравшей стороны, а компенсация у равной или выигравшей стороны. Она выигравшая, если посчитает нужным ее заплатить. И Западу показывали, что эти деньги уходят на
за восстановление, там на улучшение, показывалась картинка, как все хорошо, обогащалась группа КГБшников в лице Кадыровых и вот этих других, и других старых советской номенклатуры. И фактически получается, мы сейчас находимся даже не столько в составе России, хотя уже формально уже была принята Конституция потом, которая первая статья гласит, что Чеченская Республика является частью России, абсолютно незаконно, с нарушением всех норм и предвыборной гонки, и вообще предреферендумной системы, и самого референдума. Голосовали на референдуме о вхождении Чеченской Республики в состав фашистской России оккупанты русские на танках, на БТРах приезжали к избирательному участку и голосовали. Мы все это знаем, и много есть этому доказательств, подтверждений. Ни одно государство в мире так и не признало легитимность этих выборов, этого референдума, но при этом признали, что Чечня является частью России. Как им удалось, на каком основании, я так до сих пор не получил ни один документ, который подтверждает, международный документ, который подтверждает, что мы являемся частью России. Единственный документ, который мне предлагают, это Конституция Российской Федерации, которая принята на 1,5 года позже нашей Конституции. То есть мы уже имели государство, вышли из Советского Союза, и какое-то новое образование Российской Федерации, которое тоже вышло из Советского Союза, позже нас, потом принимает Конституцию, имеет с нами дела, как уже с независимым государством, 1,5 года, больше, не в 93-м, мы в 91-м объявили, в 93-м они принимают Конституцию. Грубо говоря, почти больше 2 лет, почти 3 года они имеют с нами, 2,5 года имеют с нами какие-то деловые, финансовые, экономические отношения, и после этого вписывают в свою Конституцию и говорят: опа, теперь вы наша часть, теперь давай обратно. И на основании вот этого изменения, внесения, незаконного внесения в свою Конституцию нашей страны, они на основании правовом, юридическом основании начинают против нас войну. И первая война, как вы помните, называлась «Восстановление конституционного порядка». Это и было та мина, которая была заложена в этой Конституции. Все это сделал Шахрай, один из главных инициаторов войны и вот вписания нашего государства в Конституцию. Об этом говорил Джохар Дудаев, об этом есть масса документов, подтверждающих это. И этот человек должен будет ответить. Даламула. И он, и Степашин, и много-много там еще других фамилий, которые еще не умерли, которые есть. Вот как-то так все это происходило. Если брать эту всю кашу, если ее разбирать, то не так все однозначно, что вот наша Ичкерия стала независимой, свободной, мы подписали договор, и тут русские на нас напали. Не совсем это. Если мы пойдем в суд, это совсем будет по-другому. Нам скажут: а вы подписали договор. Да, он назвал ее Ичкерией, Ельцин. И это имеет значение. Да, договор, подписанный Ельциным и Масхадовым, имеет межгосударственный статус. Но он таковым не назывался, когда он подписывался. Вот в чем вопрос. Да, мы независимое государство. Что бы там Аслан Масхадов не подписал, что бы там кто ни сделал, Чеченская Республика Ичкерия есть независимое, суверенное, временно аннексированное фашистской России государство. Это факт. Если государству нужно разрешение какого-либо другого государства или каких-то групп государств, или даже всего мира, чтобы стать государством, то оно не становится независимым. Самопровозглашенное государство, Чеченская Республика, самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия. А какая может быть она, если она независимая, свободная, кроме самопровозглашенной? Ты сам должен провозгласить. Если тебя назначает Россия, или там Америка, или там Китай, делают из тебя государство, то ты не государство, ты марионетка. Государство было создано путем выбора народа, самоопределения чеченского народа в начале 90-х годов. Джохаром Дудаевым и очень-очень умными интеллектуальными людьми, которые были вокруг него. И все, и на этом точка. Все остальное это игры российских спецслужб, игр Запада, который кто где-то пытался нас спасти, понимая, что армию послать он не может, а нас просто уничтожают. Где-то подыгрывал, где-то извлекал свою выгоду.
Потому что Запад, он тоже неоднороден. Весь мир неоднороден. Например, Германия имела очень тесные связи с фашистской Россией, экономические. А это очень опасно для коррупции, для вербовки твоих министров, твоих чиновников и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас избавляется от этого. И мир меняется. Мир переходит в новую формацию. И нам, чеченцам, нужно понять, осознать и не дать вот этой волне, ее, которую мы не можем остановить, мы ничего не можем с ней сделать. Мы можем только занять какую-нибудь там волну на этой огромной волне или огромном массиве воды, и как по реке огромной, спускающейся с гор, идти в наше светлое будущее, с этим миром. Вот все, что мы можем, занять свою лучшую позицию, чтобы мы были хотя бы на 100 лет гарантированы, что на территории Чеченской Республики Ичкерия не будет войн. Что чеченский народ 1 век, хотя бы 1 век сможет прожить, не начиная на своей территории, не видя войн. Войны будут во всем мире продолжаться, но нам нужно вырасти до такого уровня, а у нас все основания для этого есть. Получить такие гарантии безопасности, что мы могли развиваться, созидать и так далее. А если сможем прожить 100 лет, значит еще 200 сможем прожить без войн. Ну хотя бы вот эту задачу. А для этого задача номер 1. Уничтожение фашистской террористической банды ФСБ. Суд над ней. В рамках закона, в соответствии с международными стандартами права. Абсолютно легально, со всеми возможностями защиты для вот этих террористов в суде, законных защитников в суде. Только так и только так мы можем развиваться вот в сложившемся мире, складывающемся мире для защиты интересов будущих наших поколений, ну и для меня, для всех чеченцев это важно. Наказание виновных за преступления, которые уже совершены. Наши души умерших взывают нас, чтобы мы продолжали настаивать на суде над этими террористами. Ни один преступник не должен уйти, а тот, кто уйдет, что он должен всю свою оставшуюся жизнь трястись от страха, что меня найдут и меня осудят. И если ему будет 90 лет, а преступление такой квалификации, геноцид, военное преступление, преступление против человечности, они не имеют срока давности вообще. И даже если тебе 90 или 100 лет, тебя старого, трясущегося должны привести, посадить на скамью подсудимых и судить. Во имя всего человечества. Не побоюсь этого. Не говоря уже вот евразиатского части. Я всего мира даже сказал. Так, друзья, давайте я почитаю еще комментарии. И уже мы прошли уже время. Да, Алмула, все будет Хамер, все будет Ичкерия. Я смотрю. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, Джахар молодец. Так, перемотаю. Насчет Германии, она до них недавних пор тоже дружила с Путиным. Да. Так, да, пока кровь наша невинно убиена, не будет отомщена, не будет им покоя никогда. Да, Алмула. Опять нашествие ордынцев. Да. Друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживайте, думайте, друзья, или буду думать за нас. Так, что вы тут говорите? Так, здоровья вам, спасибо, Рудо. Пача мягко, одинак, хоумэца, мягко, одинак. Нам что тут слушает Асланов? Так, друзья, да, массера, дерес, массера.
Да, ох ты, стрим, да, я вечери, вюсь, спасибо, друзья, спасибо, что смотрите. А, Держитесь, все отлично, будет день, будет пища, как говорится. Мы очень сложны для понимания. Да, надо научиться взаимодействовать с миром, Саид. Все, слава Украине, все будет Ичкерия. И, Господи, благослови Америку за то, что ты ей дал сил сломать хребет этой фашистской России, и что она боится так, как она боялась во время войны нас.